Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. 3 межправительственных и 1 межведомственное соглашение, 15 межправительственных меморандумов, 19 соглашений между предприятиями подпишут на Абхазском международном экономическом форуме Абхазия инвестиции в будущее. Торжественная церемония открытия форума прошла в зале «Мариаж». В ней принял участие президент Бадра Гунба, а также высокопоставленные гости из Российской Федерации и Южной Осетии. С приветственными словами к участникам форума обратились первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, министр экономразвития России Максим Решетников, руководители Кубани и Адыгеи. Сима Аргун расскажет подробности. Здесь проходит главное событие года – Международный экономический форум Абхазии инвестиции в будущее. Участников больше 500. Это и руководители государственных органов, отвечающих за развитие отрасли экономики, и гости из ближнего и дальнего зарубежья, и, конечно же, из Российской Федерации. Задача – не просто поговорить, а превратить намерение в дорожную карту развития республики. Проведение такого масштабного мероприятия является важным шагом к укреплению экономики и повышению уровня жизни в стране. Абхазия – инвестиции в будущее, подчеркнул президент Бадра Гунба, открывая Абхазский международный экономический форум. По словам главы государства, форум станет площадкой для привлечения инвестиций и развития делового сотрудничества. Бадра Гунба отметил высокий уровень участников. В Абхазию прибыли представители бизнеса, эксперты, инвесторы и чиновники. Президент подчеркнул, что интерес к республике со стороны международного сообщества подтверждает ее экономический потенциал и перспективы развития. Для достижения поставленных целей устойчивого социально-экономического развития страны нам нужно приложить усилия к выравниванию внешнеторгового баланса Республики Абхазия, выходу из серьезного отрицательного сальдо. Сегодня доля экспорта составляет 13%, а импорта 87%. Основным торговым партнером Республики Абхазия является Российская Федерация, которая занимает существенное положение в общем объеме внешней торговли Абхазии. Это более 75%. Это говорит о многом. Поэтому инвестиции в промышленное производство, на мой взгляд, позволят заметно изменить сложившуюся ситуацию, значительно расширить товарную структуру экспорта и таким образом сократить существующие разрывы. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил в своей речи, что без надежной энергетической базы реализация обсуждаемых инвестиционных проектов может оказаться невозможной. В числе приоритетов Кириенко также выделил развитие логистики. Речь идет о модернизации авиационного, железнодорожного и морского сообщения. Еще одним важным направлением он назвал сельское хозяйство. Особое внимание планируется уделить поддержке аграриев и увеличению экспорта, прежде всего за счет продукции с более высокой степенью переработки. На реализацию проекта в этой сфере, как отметил Кириенко, предусмотрено выделение 20 миллиардов рублей по линии президента России. Кроме того, Кириенко сообщил о решении Путина продлить на 2026-2027 годы возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении. По его словам, эта мера должна способствовать росту туристического потока. Целью России в стратегическом партнерстве с Абхазией является создание условий для самостоятельного, самодостаточного развития независимой Абхазии, для обеспечения необходимого количества рабочих мест, доходов бюджета, развитой инфраструктуры и достойного уровня жизни граждан Абхазии. Решениями президента России сегодня взаимодействие России и Абхазии носит не разовый и сиюминутный характер, оно носит системный и стратегический характер. И приоритетами такого взаимодействия, о чем говорил уважаемый президент Абхазии Бадр Зурабович Гумба, является, конечно, в первую очередь помощь
в наполнении бюджета Абхазии, в социальной защищенности граждан. Рад сообщить, что вчера президент России Владимир Владимирович Путин принял специальное решение сохранить для Абхазии на 2026-2027 год возможность въезда детей до 14 лет из России по свидетельству о рождении. Думаю, это серьезно скажется на возможностях и увеличении туристического потока. Программа социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 годы предусматривает существенный рост ключевых показателей. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что новая стратегия ставит более амбициозные цели. Увеличение экономики в 1,5 раза, рост собственных доходов на 40%, двукратное повышение зарплат в бюджетной сфере, а также значительное увеличение туристического потока. Инвестиции – это всегда два фактора. Это доверие и настроение. С настроением в Абхазии все всегда в порядке, я думаю, у всех. Вот, доверие мы формируем шаг за шагом, укрепляем. И я абсолютно уверен в том, что сегодняшнее мероприятие будет еще одним шагом в этом направлении. Министр напомнил о реализуемых и планируемых проектах. Отдельное внимание, по его мнению, необходимо уделить продвижению абхазской продукции на российском рынке, так как ее потенциал пока не полностью раскрыт. При этом новые проекты, как отметил Решетников, формируют дополнительные возможности для развития смежных отраслей. У нас более 6 миллиардов рублей в год в российском бюджете. Это субсидирование процентных ставок, это поддержка инвестактивности, значит, другие направления. Ну и концентрация усилий идет на привлечение российских и абхазских инвесторов. Мы делаем ставку на снятие инфраструктурных ограничений, гармонизацию законодательства. Здесь много уже сделано, но задачи еще остаются. Привлечение инвестиций в туризм, банковскую деятельность, ЖКХ, ну и на применение тех механизмов, которые здесь уже доказали эффективность. Ну, во-первых, продлена программа у нас льготного кредитования для крупных проектов. Вы знаете, кредитный лимит 20 миллиардов рублей в год. Субсидирование на этот раз взял на себя напрямую федеральный бюджет и в общем и целом в непростых условиях, в условиях высоких процентных ставок мы на это пошли. Крупные российские банки готовы, ну, в общем, они научились работать с абхазскими проектами, это большой актив, и они готовы дальше это продолжать. В своем выступлении президент Южной Осетии Алан Гаглоев подчеркнул, что в основе отношений наших республик лежат взаимное уважение, доверие и солидарность. Он отметил, что общность исторических судеб и совместно пережитые испытания укрепили двусторонние связи, а поддержка друг друга в сложные моменты создает надежную основу для сотрудничества. Гаглоев также подчеркнул, что одной из главных задач обеих стран является укрепление дружеских отношений с Россией. В числе безусловных приоритетов, разделяемых нашими странами, курс на интеграцию и укрепление дружественных отношений с Российской Федерацией. Этот выбор носит не только стратегический, но и во многом цивилизационный характер. Российская Федерация выступает для Южной Осетии и Абхазии надежным гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе. Благодаря выстроенному формату взаимодействия, включая функционирование единого контура безопасности, удалось создать прочные условия для предотвращения угроз и обеспечения спокойной жизни наших граждан. Не менее значимая экономическая составляющая этого сотрудничества. Россия последовательно оказывает поддержку в модернизации инфраструктуры, развитии социальной сферы, реализации инвестиционных проектов. Это создает основу для устойчивого экономического роста, повышения благосостояния населения и укрепления государственных институтов. Российские аэропорты рассматривают Сухумскую воздушную гавань как перспективного партнера, заявил президент Международной ассоциации аэропортов Евгений Чудновский. По его словам, развитие прямого авиасообщения является важной задачей, а потенциальный пассажиропоток в ближайшие 2-3 года может превысить 1 миллион человек. Со стороны российских аэропортов мы видим большое оживление, мы видим в аэропорте Сухум достойного партнера. Нам это важно и нужно развивать прямое сообщение, о чем было уже сказано. Мы видим, что потенциальный пассажиропоток может превысить 1 миллион пассажиров уже в ближайшие 2-3 года. И действительно, конъюнктура сегодня складывается, с одной стороны, неплохо для развития этого потока, с учетом и ограничений на Сочи, и с учетом и других туристических ограничений на Ближнем Востоке.
Важно сделать прорыв, и поэтому у меня большая просьба к губернаторам помочь нашим аэропортам наладить это прямое сообщение, потому что 30 лет не летать, нам надо менять привычку. Вот многие сегодня присутствующие, прилетевшие на форум, даже не знали, что есть прямое авиасообщение. Это, безусловно, совместная недоработка. И здесь надо привычки менять, и помимо того, что Абхазия стоит больше, она и летает быстрее. Коллеги, я думаю, что развитие этого сообщения и развитие авиации, безусловно, повышает инвестиционную привлекательность. Я надеюсь, что ваш инвестиционный аппетит к развитию мест размещения в Абхазии, вообще реализации инвестпроектов мы немного разогрели. Эксперты отмечают, что форум в Сухуми стал важной площадкой для укрепления экономических связей и привлечения инвестиций. По их оценкам, участие международных и российских компаний, подписание большого числа соглашений и меморандумов – это уже не только символический, но и практический шаг к реализации реальных проектов. Сегодня, я бы сказала, как человек, который представляет такую академическую структуру, я бы для себя сказала, что увидела то, что есть конкретные представления, образы, направленность того, что планируется делать, да, в каком регионе, акцент на Восточную Абхазию, на те проекты, которые планируется осуществлять. Форум способен стать драйвером роста, ведь именно здесь формируются долгосрочные инвестиционные планы, которые создают рабочие места, увеличивают налоговые поступления и стимулируют развитие инфраструктуры, отмечают аналитики. Обычно такие площадки являются сигналом для крупных игроков, которые могут увидеть, что в Абхазии стабильно, что в Абхазии интересно, в Абхазии есть потенциал. И если на таком уровне проводятся мероприятия, это означает, что сюда что безопасно привлекать деньги, что безопасно, значит, приезжать сюда и развивать свой бизнес. Мы, конечно, должны понимать, что с опорой на собственные силы исключительно Абхазия очень медленно будет идти на пути развития, потому что ресурсный потенциал небольшой. А если мы хотим добиться достаточно высоких темпов роста, безусловно, такие инвестплощадки очень важны для того, чтобы привлекать крупных игроков и стимулировать экономическое развитие. В целом, мнения специалистов сходятся в том, что форум – это не разовая акция, а важный шаг к устойчивому экономическому росту и укреплению делового имиджа Абхазии на международной арене. Первый день форума был весьма насыщенным. После пленарного заседания работа была разделена по секциям. На тематических круглых столах участники форума обсудили привлечение инвестиций, создание комфортных условий для бизнеса и другие не менее важные темы. Президент Абхазии Бадыр Гунба, первый замруководитель администрации президента России Сергей Кириенко и президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетили выставку «Абхазия. Инвестиции в будущее». Экспозиция представила ключевые инвестиционные проекты республики в различных отраслях – от туризма и агропромышленного комплекса до энергетики и транспортной инфраструктуры, реализуемые при масштабной поддержке Российской Федерации. На выставке также были представлены изделия абхазских ремесленников и стенды российских регионов, предметы декора, украшения, музыкальные инструменты, а также различные лакомства. Здесь же можно полюбоваться национальными костюмами, созданными абхазскими дизайнерами, в том числе участниками атомной недели моды в Москве. Авторы проектов рассказали об истории создания эскизов и уникальных техниках работы с материалами. Бадыр Гунба и Сергей Кириенко провели рабочее совещание по вопросу реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер». Пункт пропуска является одним из самых загруженных на южном направлении. В 2025 году через него проследовало более 12 миллионов человек и 2,7 миллиона транспортных средств. После завершения модернизации пропускная способность КПП вырастет в 9,5 раз, до 14 тысяч автомобилей в сутки. А новая схема движения позволит оформлять до 100 транспортных средств одновременно. Жителей и туристов увеличение пропускной способности этого объекта. Пункт пропуска «Адлер», который мы
по которому проводится реконструкция, это, конечно, ключевой пункт пропуска в Российской Федерации на границе с Абхазией. И главная задача, которую мы должны решить, это создать комфортные условия для лиц, которые пересекают границу. Это и граждане Российской Федерации, граждане Абхазии, в целом туристы, которые хотят пересечь границу и посетить Абхазию. Поэтому это главная задача. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит пропускать более 100 тысяч лиц в сутки. И такая возможность у нас есть, такое техническое решение мы нашли. Какие работы ведутся на КПП сейчас и что будет после введения объекта в эксплуатацию? Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы на первый этап реконструкции. Первый этап – это 80% всех работ. Второй этап реконструкции в ближайший месяц мы получаем также положительное заключение. Мы приступили к обустройству пассажирской составляющей. Сегодня мы выводим из эксплуатации 2 крайние полосы, по которым проезжают грузовые транспортные средства. Мы создаем одновременно инфраструктуру для перемещения кабин паспортного контроля именно в эту инфраструктуру. Создаем технологическую дорогу для проезда техники. Создаем инфраструктуру временную для переселения государственных контрольных органов в инфраструктуру рядом с часовым шлагбаумом на въезд в Республику Абхазия. В целом работа идет планово по проекту организации строительства. Назовите, пожалуйста, сроки, когда объект будет введен в эксплуатацию. По проекту организации строительства сроки реализации проекта 36 месяцев. Вместе с тем мы перед подрядной организацией ставим задачу, чтобы к началу туристического сезона 2028 года все 2 этапа были реализованы. Причем по поручению администрации президента, правительства Российской Федерации мы предусмотрели этапность реализации проекта. Первый этап предусматривает 4 очереди. Последовательно каждая очередь будет вводиться в эксплуатацию. Это означает, что мы с текущего года начнем наращивать пропускную способность. Мы не закрываем пункт пропуска, и каждый этап предусматривает увеличение пропускной способности по пассажирской составляющей. Подскажите, какая сейчас пропускная способность этого пункта? И можно ли сказать, что это самый загруженный КПП? Я бы сказал, что это самый загруженный автомобильный пункт пропуска в стране. Ближайшие по пропускной способности это на казахстанской границе, на грузинской границе. Но это несоизмеримо с пропускной способностью автомобильного пункта пропуска Адлер. Более 12 миллионов пассажиров, лиц пересекли границу за 2025 год. Это, конечно, абсолютный рекорд. Он соизмерим с такими пунктами пропуска, как Шереметьево аэропорт, Внуково, Домодедово. Поэтому пропускная способность в пике достигает на пункте пропуска Адлер до 75 тысяч лиц в сутки. Наша задача сделать так, чтобы паспорт предусматривал не менее 80, а фактическая возможность до 100 тысяч людей могли пересекать границу в пиковые периоды. И это будут не без наличия очередей. Вот самая главная задача, которую мы должны решить. Только что здесь были президент Бадр Зурабович и Сергей Владиленович. Они обошли все эти стенды и особое внимание обратили на ваш стенд. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то замечания с их стороны? Были конкретные поручения по неснижению пропускной способности. Сергей Владиленович обратил внимание на то, что мы должны в туристический сезон чувствовать обстановку на пункте пропуска, взаимодействие с абхазской стороной. Бадр Зурабович гарантировал нам обеспечить неформальный контакт с абхазской стороной, чтобы мы друг друга быстро информировали. Задачу эту будем выполнять. Считаю, что это возможно решить. И наша задача сделать так, чтобы не было социальной напряженности, чтобы стройка была реализована, и она была не видна с точки зрения хода реализации. Но фактический результат должен быть явно, должен показать значительный эффект. Вот такие поручения мы получили сегодня от администрации президента, от Сергея Владимировича лично. Бадр Гунба принял глав российских регионов, принимающих участие в работе Абхазского международного экономического форума. Стороны обсудили укрепление двусторонних связей и перспективы экономического сотрудничества. Еще раз приветствую. Приветствую вас. Ваш визит для нас, конечно же, это событие. Мы знаем, что непростая обстановка в республике, в целом, так скажем, на фронте. Но при этом вы нашли время приехать, поддержать своих абхазских братьев. Мы высоко ценим вашу поддержку. Мы знаем, что ситуация довольно-таки напряженная. Сегодня наши народы, как и времена наших предков, стоят на одной позиции, отстаивают одни и те же принципы, идеалы. И в этой связи, конечно же, для нас важно, что мы стремимся к одному общему будущему, к существованию
своей территории, жить, развиваться, созидать. И в этом смысле мы наблюдаем за тем, как наши ребятки, в том числе выходцы из Абхазии, сегодня плечом к плечу сражаются вместе с народами России за эти принципы и идеалы. Это тоже история. Это история, которой мы будем гордиться. Это история, которой будут гордиться наши новые поколения. Уважаемый Бадраз Зурабович, я благодарен вам за приглашение. И для нас Республика Абхазия является действительно очень близкой и братской, и мы это ощутили с 2014 года. И на протяжении этих лет мы видели не на словах поддержку, а именно конкретными действиями, поступками. И свидетельство этому и наш общий герой Донецкой Народной Республики Ахра Авизба, который действительно своими поступками, действиями доказал, каким образом необходимо защищать интересы, свои идеалы, свои ценности. И интернациональная бригада «Пятнашка», которая с 2014 года как была создана и по сей день выполняет сложные, непростые, но очень нужные задачи, в том числе и на линии боевого соприкосновения. Безусловно, свои интересы, свою историю, свой язык, свою культуру нужно отстаивать. Никому не дано переписать историю, попытки которой, конечно же, мы фиксируем, мы все это видим, но мы, наши жители, все знают на самом деле, что было, как было. И нас, жителей Донбасса, конечно, очень радует, что вот с Республикой Абхазия у нас все-таки имеется общее прошлое, у нас общее настоящее, подтвержденное делами, я уверен, общее будущее. И здесь во многом, конечно, заслуга жителей, которые, знаете, без каких-то дополнительных усилий просто проявляют вот конкретные, то есть вплоть до подвигов, там, поступки. И это действительно очень ценно. Безусловно, Бадраз Зурабович, помимо всего того, что происходит в плане военной составляющей, для нас очень важно и социально-экономическое взаимодействие между Донецкой Народной Республикой и Республикой Абхазия. И, конечно, нам есть где здесь развернуться, и я считаю, что у нас начинается новый виток. К этому способствует и ситуация, есть необходимость экономического развития, но начинать есть чего, не на пустом месте это сотрудничество. Туризм, вот одно из направлений, это очень весомая отрасль в экономике Республики Абхазия, а для жителей региона нашего, конечно, очень важно сохранить ту приверженность и любовь как место отдыха Абхазии, абсолютно не случайность. Границы никогда нас не разделяли. Мы стремимся быть едины. Сегодня такой этап развития экономических взаимоотношений на экономике, формируется платформа дальнейшего созидания. И здесь в рамках экономического развития мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Не только рассчитываем, мы уже ощущаем эту поддержку и намерены со своей стороны быть полезны для республики. На мой взгляд, очень важно для вашей страны прошло событие. Я здесь был ровно год назад на вашей инаугурации. И, как мне кажется, я так достаточно тонко чувствую настроение людей. Совершенно другое. 1 год. И я только могу заверить в том, что и я, и все жители Карачаева-Черкесии, у нас тем более с вами, помимо общей границы, все-таки я считаю, это один народ, да, и абазины, и абхазы, да, поэтому 100%
Все, что зависит лично от меня, я уверен, что мы с вами в ближайшей перспективе реализуем. Хочу вас лично поблагодарить за все, что вы делаете в рамках поддержки нашей республики. Присутствие ваше, одного из крупных регионов, динамично развивающихся регионов, лидеров среди регионов Российской Федерации, нахождение на экономическом форуме – это показатель и отношение того, как общаются между собой соседи и как формируют свое будущее. Первый международный инвестиционный форум Абхазии для нас на самом деле большая честь, потому что вот вы подчеркнули не раз, что мы, наверное, не просто соседи. Наши отношения, они даже, наверное, не дружеские, они по-настоящему братские. Конечно, взаимоподдержка. Взаимная поддержка характеризует и жителей края, и жителей Абхазии. Наверное, так важное, необходимое в условиях непростого времени. Непростого времени. И вызовы, которые, они тоже общие и для Абхазии, и для Краснодарского края. И главное нам сохранить, вот, знаете, эти братские отношения, отношения взаимной поддержки. Знаете, и потому что это и есть развитие. Я всегда такую фразу говорю, что лучшая политика – это экономика. И сегодня, конечно, вот мы же с вами встречаемся в рамках первого Абхазского международного инвестиционного форума, потому что один из ваших приоритетов, конечно, это экономическое благополучие Абхазии, и вы реализуете этот приоритет. А что такое экономическое благополучие? Это, конечно, благополучие жителей страны. И это, конечно, важно. Это, конечно, важно, потому что сегодня нужно искать любые способы, конечно, экономического благополучия в целом и развития экономики, всех отраслей экономики, в данном случае Абхазии. Бадр Гунбов встретился с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым. Президент подчеркнул глубокий исторический характер связей между двумя республиками и обозначил приоритеты дальнейшего сотрудничества. Взаимоотношения между Кабардино-Балкарией и Республикой Абхазия – это отношения, которые выстраивались веками. Это братские отношения. Мы дорожим этими отношениями. Я бы хотел в начале нашей встречи, конечно же, в первую очередь отметить тех людей, которые пришли к нам на помощь в период Отечественной войны народа Абхазии, добровольцев, которые воодушевили наш народ и дали возможность понимания того, что мы не один на один с нашим врагом, а рядом с нами наши братья. Хотел бы отметить, что наши братья из Кабардино-Балкарии представляли одно из самых многочисленных движений. Мы благодарим наших братьев-воинов, благодарим народ Кабардино-Балкарии. Я знаю, что и ваш отец принимал активное участие в нашем движении, национально-освободительном движении. Конечно же, в рамках взаимодействия мы уже формируем новый этап взаимоотношений. Это выстраивание экономических отношений. Очень надеюсь, что у нас будет возможность развивать эти отношения. Для нас важным направлением является транспортная доступность. Хотим, чтобы наши братья из Кабарды приезжали сюда к нам почаще, чтобы это не было связано исключительно с сезонностью, а круглый год двери нашей страны, души наших граждан, сердца наших граждан открыты для братьев. Бадр Зуравович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение, за сегодняшнюю возможность участия в этом важнейшем для Абхазии мероприятий. Мы искренне рады за братский народ Абхазии, который сегодня развивается семимильными шагами. Наверное, все сразу внешне не видно, но те показатели, те результаты за небольшой год, которые видим мы сегодня в Абхазии, это позволяет говорить уже о крепкой укрепляющейся экономике и рост туристического потока. А самое главное, то, что сегодня вы
говорите о бюджетной сфере, о административной реформе, изменениях. Это все позволяет говорить о серьезном развитии. И тот шаг, который сегодня уже сделан за 1 год, те цифры, поддержка сельского хозяйства, поддержка незащищенных слоев населения, развитие системы здравоохранения, развитие системы образования, это все говорит о твердой поступе вашей республики под вашим руководством. Я искренне вам желаю успехов, продвижения. Мы, соответственно, подготовили уже одобренное правительством Российской Федерации соглашение о экономическом сотрудничестве. Мы будем вносить свою лепту в части. Конечно же, мы до конца доработаем вопрос прямого рейса Нальчик-Сухум. Мы в работе, мы прямое субсидирование готовы. Проработали уже с той авиакомпанией, которая работает у вас, двигаемся. Мы сегодня говорим в области сельского хозяйства. Это работать, и наш бизнес готов в части логистики, сельхозпродукции, хранения, переработки, экспортирования ее в российское государство, соответственно, в Кабардино-Балкарскую республику. Многие вопросы, еще раз говорю, для нас важны. Это, конечно же, в системе образования, здравоохранения. Мы подготовили сейчас мероприятие, это Российско-Абхазский молодежный форум, куда мы вот будем приглашать буквально через месяц, будем просить представителей Республики Абхазия, это молодые ученые, молодые учителя приедут к нам. Соответственно, наши ребята посетят вашу республику, потом уже мы готовы эти направления развивать. Но еще раз говорю, мы будем делать и максимально наполнять экономическую повестку, чтобы наши республики, наши взаимоотношения укреплялись. Принимая главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова, Бадра Гунба отметил крепкие узы народов Абхазии и Адыгеи и тесное сотрудничество по многим направлениям. В первую очередь я бы хотел отметить братские родственные узы наших народов. И эта кровь, зов крови, так скажем, нас тянет, когда особенно тяжело нашим народам. Мы это знаем по своей истории. В период Отечественной войны народа Абхазии наши братья-адыги пришли сюда, невзирая ни на что, и поддержали наш народ. Я высоко ценю, благодарю от всех наших соотечественников, граждан нашей страны и ту поддержку, которую вы оказываете лично. Наши ребята обучаются в Адыгее, наши ребята получают хорошее образование, ваши медики помогают нашим гражданам. Если говорить о взаимодействии, это десятки сфер и направлений, в том числе, которые вы сегодня отметили на выступлении на пленарном заседании открывшегося форума. И это внушает надежду, что при всех сложностях, которые сегодня происходят вокруг наших стран, мы в рамках единства сохранимся, мы сохранимся и приумножим те традиции, которые заложены были нашими предками. Хотел бы вам сказать, что ваше присутствие народ Абхазии расценивает как очень добрый сигнал и сохранение тех традиций, которые существуют между нашими народами. Спасибо за приглашение, потому что мы действительно, Сергей Владимирович, как сказал, есть поручения, а есть поручения, которые из зов внутри души. Да? И у нас этот зов есть, и мы искренне все, что можем, чем можем помочь, чем можем взаимодействовать на благо народов Республики Абхазия, Адыгеи, России, мы это, конечно, искренне будем делать. Вам огромное спасибо. Я вас поздравляю с первым международным форумом, который вы провели. Самое сложное – это первый раз, когда какое-то мероприятие проводишь. А у вас это сегодня первый форум и очень представительный. И что я сегодня заметил, вот мы же были год назад и сейчас, атмосфера совершенно другая. И вот площадку форума использовали как еще отчитаться, что за год сделано. Конечно, впечатляет.
И дай Бог, чтобы вокруг созидательного процесса, чтобы весь народ Абхазии сплотился вокруг вас. И мы уверены, что оно так и будет. Мы ваши помощники во всех ваших начинаниях. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписано между Кабардино-Балкарией и Абхазией. Подписи под документом поставили премьер-министр Абхазии Владимир Делба и глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков. Также заключены меморандумы о взаимопонимании с Адыгеей и Карачаево-Черкесией. С абхазской стороны их подписал премьер-министр Владимир Делба, с российской стороны главы регионов Мурат Кумпилов и Рашид Тимрезов. Налоговое регулирование, вывод экономики из тени, привлечение банков к участию в проектах были названы главными факторами для привлечения инвестиций на круглом столе «Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности». В обсуждении участвовали премьер-министр Абхазии Владимир Делба, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, генеральный директор Кавказ РФ Андрей Юмшанов и проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия. На самом деле экономический форум в нашей стране проводился и ранее. Тоже обсуждались важнейшие экономические направления развития нашей страны. Но сегодняшний форум с ярким названием «Абхазия. Инвестиции в будущее» открывает на самом деле новые возможности, широкие возможности для сотрудничества с нашими партнерами. Прежде всего, самым главным партнером, нашим союзником Российской Федерации. Хорошая возможность поделиться опытом, получить лучшие практики. Мы сегодня на полях форума проводим 6 круглых столов. Все они, безусловно, связаны с приоритетными отраслями развития нашей страны. И важно, что сегодня столь представительная делегация находится на нашем форуме и поддерживают нас. Это очень важно. Самая масштабная, безусловно, делегация — это из Российской Федерации. Наша братская делегация с Южной Осетии тоже делится опытом. У них в прошлом году прошел первый международный экономический форум. Мы его посещали. Его посещал и глава государства Бадрат Зуравович Гумба. Сегодня они у нас в гостях. Представители других государств. Конечно, это хорошая атмосфера прежде всего, это хорошие перспективы, это уровень доверия друг к другу для того, чтобы создавать новые проекты, и, безусловно, их реализовывать. То, о чем мы говорим на полях форума, других площадках, переговорах, конечно же, находит свою реализацию прежде всего на основе заключенных соглашений и договоров. И как раз сегодня это тот случай, когда наши договоренности формализовались в соглашении и меморандуме. И сегодня на площадке форума и завтра будут подписаны соглашения, которые дают импульс развития, еще раз повторюсь, во всех отраслях экономики и социальной сферы нашей страны. Наши партнеры очень активно интересуются Республика Абхазия. Инвестиционная привлекательность из года в год повышается. Очень хороший потенциал у нашей республики. Поэтому мы сами заинтересованы в заключении соглашений, в подписании контрактов. И это очень важное направление для нас. Поэтому, безусловно, это очень-очень важно. Туризм как драйвер развития экономики. Под таким названием прошел круглый стол в селе Аракич Ачимчирского района. Участники обсудили ключевые и актуальные вопросы развития туризма. Они обменивались опытом, делились идеями и предлагали новые подходы для привлечения туристов и улучшения туристической инфраструктуры. За работой круглого стола наблюдала Шазина Ханагуа. Круглый стол проходил в селе Аракич Ачимчирского района, а именно в термальном спа-центре «Амза». Для желающих насладиться природными красотами и оздоровительными процедурами Абхазии здесь предлагаются уникальные возможности для отдыха. В центре есть сероводородные и термальные источники, бассейны с разной температурой воды, уютное кафе и бар, раздевалки и камеры хранения. Все необходимое для комфортного отдыха. До начала круглого стола министру туризма Астамуру Логуа и заместителю министра экономического развития Российской Федерации Дмитрию Вахрукову рассказали о термальном спа-центре «Амза» и провели небольшую экскурсию.
Министр туризма Стамур Логу акцентировал внимание на необходимости освоения горного кластера республики. Он отметил, что потенциал высокогорных маршрутов огромен, однако отрасль сталкивается с острой нехваткой квалифицированных кадров. На всю страну приходится лишь около 10 профессиональных пешеходных инструкторов. Ключевыми инструментами качественного скачка в индустрии станут новый закон о туризме и введение обязательной классификации отелей. Я убежден, что большая часть населения Абхазии не видела до вчерашнего дня, какие, оказывается, у нас еще есть красоты в горной части Абхазии. Это вот, например, одно из мест, которые показали, это 16 водопадов, которые проистекают в одном ущелье. Но добраться туда нужно, конечно, посредством вертолета, но кто-то же должен провести экскурсию, показать, как правильно пройти, чтобы не покалечить себя и так далее. И эти вопросы мы сейчас и перед специальными школами ставим, чтобы они готовили кадры. Поэтому таких очень много вопросов, которые будут отражены в современном новом законе о туризме. Значит, другая степень готовности, уже, скажем так, практически все подготовлено, это, значит, проект классификации отелей, который, безусловно, будет стимулировать и улучшать, скажем так, наш сервис, в общем-то, предложение. Все-таки гость должен понимать, куда и за какие деньги он должен приехать и отдохнуть. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков отметил качественную трансформацию туриндустрии Абхазии. За последние 3 года республика сформировала современную нормативную базу и значительно обновила инфраструктуру. В 2025 году открыто 15 крупных объектов, включая Академию гостеприимства и новый международный аэропорт в Сухуме. Стратегическим приоритетом отрасли Вахруков назвал переход от модели однодневных экскурсий к долгосрочному отдыху. Качественный отдых не может стоить дешево, потому что он требует инвестиций. Инвестиции надо возвращать. И нам, конечно же, здесь позиционирование надо существенно менять. Достаточно, да, недостаточно, а очень большой теневой оборот в отрасли. У нас по оценкам наших туроператоров реальный оборот около 45 миллиардов. Официально видим лишь малую долю из этого. Большую работу, конечно же, проделали мои коллеги под руководством Стамура Марыча по нормативной базе, по классификации средств размещения. Важно, чтобы это все заработало, но заработало достаточно аккуратно, плавно, чтобы не разрушить сложившиеся экономические связи, а просто сделать их белыми, сделать их официальными. В рамках встречи обсудили потенциал и перспективы развития Восточной Абхазии. Республика обладает протяженной береговой линией, а именно 215 километров, половина из которых приходится на восточную часть нашей страны. При этом наблюдается значительное неравенство развития между Западной и Восточной Абхазией. Потенциал Восточной Абхазии огромен, отметил заместитель министра туризма Абхазии Дато Каджая. В городе Тхварчал был восстановлен единственный в Абхазии радоновый источник, который пользовался огромной популярностью в советское время у туристов и сегодня активно принимает людей. Пользуясь случаем, хочу отметить, что в целом по республике минеральных источников более 170. В Тхварчале активно развивается туризм, открываются новые объекты показа, это водопады, озера, объекты досуга, общепита и малые средства размещения. Как вы знаете, коллеги, чтобы перейти от сезонного туризма к круглогодичному, нужны серьезные инвестиции в туристическую инфраструктуру. Одним из таких проектов мы видим создание и развитие горнолыжного курорта. Ландшафт Тхварчала обладает наибольшими благоприятными условиями для создания такого рода горнолыжного курорта. Более 3 часов участники круглого стола активно обсуждали ключевые и актуальные вопросы развития туризма. Они обменивались опытом, делились идеями и вырабатывали совместные подходы к развитию отрасли. Шазина Ханаго, Давид Хашик, Абхазское телевидение. За моей спиной решается, насколько быстро и комфортно мы будем путешествовать в ближайшее время. В центре внимания транспортная бесшовность. Это когда самолет, поезд и автобус работают как единый слаженный механизм. И, судя по цифрам, Абхазия уже набрала серьезные обороты.
Экономика – это прежде всего движение. На полях экономического форума обсудили транспортную инфраструктуру, от расширения пропускной способности ПСО до запуска долгожданных авиарейсов. Статистика последних 5 лет впечатляет. Автомобильные грузоперевозки выросли на 75%, железнодорожные на 30%. Пассажиропоток на авто вырос в 2 раза, а на ЖД на 40%. Главной темой, конечно, стало открытие Сухумской воздушной гавани и завершение его реконструкции. Уже совершено более 600 рейсов, перевезено более 128 тысяч пассажиров. Планируется увеличить географию маршрутов до 8 российских городов. Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства обсудили в рамках Абхазского международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». В работе тематического круглого стола приняла участие делегация из России во главе с заместителем министра сельского хозяйства Алексеем Разиным. 2026 год объявлен в Абхазии годом села, отметил министр сельского хозяйства Беслан Джопу, открывая круглый стол. Беслан Джопу подчеркнул, что аграрный сектор является приоритетным в государстве, наряду с туристической отраслью. Эти направления взаимозависимы и должны развиваться параллельно. Исходя из того, что село без сельского хозяйства – это неразрывно это связанные два направления, и мы хотели бы использовать это окно возможностей, насколько это возможно, максимально рационально для того, чтобы улучшить ситуацию именно в агропромышленном комплексе. Исходя из названия самого форума «Инвестиции в будущее», больше будем говорить о том, что мы собираемся делать для того, чтобы улучшить именно благополучие сельчан и, как можно сказать, вот в нашей внутренней миграционной политике отток молодежи в основном из сельской местности в город. Делегация Министерства сельского хозяйства России участвует в работе Абхазского международного форума. Мы приехали большой командой, и я выражу общее мнение. Все, что мы видим, впечатляет и мотивирует нас на то, чтобы наше общение продолжалось, отметил замминистра сельского хозяйства России Александр Разин. Цель вот таких вот встреч, такого обсуждения в этих форумах, в том числе донастройка мер поддержки. То есть если мы видим, что бизнесу необходимы какие-то другие, более точечные решения, то мы, конечно, не должны стоять на месте, и результатом является в том числе появление новых идей, новых донастроек. Мы со своей стороны к такому диалогу, безусловно, готовы. Я уверен, что у каждого делегата Российской Федерации по итогам общения в рамках и на полях этого форума точно останется хорошее послевкусие, которое сделает невозможным неприезд сюда еще раз. То есть точно я уверен, что мы будем и дальше общаться и дальше развивать наши совместные проекты. Ну а Министерство сельского хозяйства со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы это развитие было максимально органичным и выгодным для наших дружественных стран. О состоянии и перспективах развития рыбной отрасли рассказал замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян. Рыбоводство является неотъемлемой частью сельхозотрасли. Основной промысловой рыбой является хамса и частично ставрида. Рыбопромысловый комплекс республики представлен 10 предприятиями, ведущими улов и переработку хамсы, рыбьего жира и рыбной муки. Производственные мощности данных предприятий позволяют ежесуточно принимать до 7 тысяч тонн рыбы. Динамика улова хамсы в водах Абхазии в последние годы носит выраженный периодический характер с подъемами и перепадами. Среднегодовой объем вылова хамсы с 20 по 25 годы 5 лет составил где-то 30 тысяч тонн хамсы. В среднем в год, значит, производится это 9 тысяч тонн рыбной продукции, это около 6 тысяч тонн рыбной муки и 3 тысячи тонн рыбного жира. Путину 25-26 года в этом году, мы подводим итоги, она сейчас завершается, выловлено чуть более 50 тысяч тонн и получено более 10 тысяч тонн муки и 5 тысяч тонн рыбьего жира. Также по просьбе российской стороны были созданы благоприятные условия для работы в абхазских водах.
ограниченному числу российских предприятий с платежами на уровне резидентов, то есть юридических лиц Абхазии. Все платежи, а квоту мы предоставляем бесплатно. На встрече также присутствовала представительница государственной агропромышленной лизинговой компании «Росагролизинг». Она рассказала, на каких условиях предоставляется лизинг и какие приводятся требования к заемщику. Условия лизинга для заемщиков нерезидентов. Значит, на сегодняшний день эти условия включают в себя следующие ковенанты. Первое. Для клиентов доступен минимальный взнос первоначальный от 0%. Для клиентов доступен срок, и на самом деле этот срок максимально приближен к сроку полезного использования сельхозмашин 7-8 лет. Ну и, наконец, ставка удорожания по программе лизинга для резидентов Республики Абхазия составит примерно 10-10,8% в год. Ставку удорожания. Но, естественно, я знаю, что и вы знаете, что для резидентов Российской Федерации действуют особые льготные условия. Конечно, они еще более комфортны. Вот для того, чтобы такие льготные условия стали доступны и для бизнеса Республики Абхазия, нам требуется, наверное, какое-то принятие межправительственного соглашения, отдельного акта. Участникам встречи рассказали о проектах, реализуемых в республике в рамках развития сельского хозяйства, таких как молочный завод и завод по переработке цитрусовых. Было отмечено, что такие предприятия являются первыми шагами в увеличении объемов производства и переработки в республике. Ирина Богателия, Асида Сагария, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в рамках рабочего визита посетили Сухумскую среднюю школу номер 5 имени Ефрема Эшба. Они осмотрели учебный класс, оборудованный в рамках профориентационного проекта «Россия. Мои горизонты», реализуемого по предложению Минпроса России. Всего в рамках совместного образовательного проекта в 14 школах Абхазии открыты современные кабинеты русского языка и литературы. Обновленные, светлые и технологичные классы делают обучение более увлекательным и эффективным. Сергей Кириенко осмотрел строительную площадку здания будущего дома музыки на улице Лакоба в Сухуме. Напомним, проект реализуется на личные средства. Предварительный срок сдачи объекта – декабрь 2026 года. После завершения реконструкции здание будет передано Государственному оркестру народных инструментов имени Отара Хунцария. В обновленном здании разместятся мастерские и учебные классы для занятий традиционной абхазской музыкой. До настоящего времени оркестр не имел собственного репетиционного помещения. Сергей Кириенко встретился с победителями конкурсов, организованных Российским фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. В мероприятии принял участие вице-премьер Абхазии Тараш Хагба. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что в Абхазии очень много талантливых людей. По его словам, после презентации проектов участников гостеприимной Абхазии, он захотел посетить все эти локации и объекты, ведь они говорили с огромной гордостью и любовью. Сергей Кириенко также отметил, что в этом году финансирование проектов из Абхазии со стороны России значительно увеличено. Могу сказать, что у нас на этот год уже сверстаны все бюджеты и президентских фондов, и всех платформ развития. У нас везде по Абхазии не только не сокращение, у нас везде идет довольно значимое увеличение. Ну вот смотрите, фонд президентских грантов у нас в прошлом году был 115 миллионов, в этом году заложено 150. Это только целевым образом на Абхазию, хотя я напомню вам, что по отношению к Абхазии есть уникальное решение нашего президента, что у нас в принципе только для российских организаций, российских граждан, но с учетом наших братских взаимоотношений с Абхазией президент специально подписал отдельное распоряжение, по которому во всех президентских фондах и юридические, и физические лица Абхазии могут участвовать практически во всех проектах без ограничений. Цель мероприятия – знакомство с победителями конкурса «Гостеприимная Абхазия», лидерами мнения Абхазии, презентация отдельных проектов, обсуждение планов и механизмов реализации поддержанных и будущих проектов. Сегодня 3 апреля, сегодня день рождения фонда президентских грантов. 9 лет назад президент подписал указ о создании фонда президентских грантов. Этот институт поддерживает неравнодушных людей.
То есть он поддерживает тех, таких, которые институционально работают, которые не просто неравнодушные, а решили создать свою организацию и решили прям помогать, как работать. То есть они призвание такое видят, чтобы помочь другим людям. И президентский фонд президентских грантов он про то, чтобы таких людей найти и поддержать. Президентский фонд культурных инициатив – российская некоммерческая организация, созданная по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная цель – всесторонняя поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В рамках встречи лидеры общественных проектов из нашей республики делились своими промежуточными результатами. Проект «Дух Абхазского села» направлен на развитие села Гудол Ачимчирского района, это Восточная Абхазия. Это развитие этно- и агротуризма в селе. Мы планируем отстроить места размещения, принимать гостей, погружать в культуру абхазского села, в быт абхазского села, приглашать гостей, делиться традициями и опытом села. Наш проект реализуется в селе Абгархук Гудаутского района при поддержке фонда президентских грантов. Мы создаем многофункциональное общественное пространство, которое станет центром развития нашего села. На сегодняшний день уже проделано немало работ. Мы восстановили часть здания сельской школы площадью более 200 квадратных метров, выровняли стены, провели электрику, поставили двери и окна. Также в рамках мероприятия был показан фильм об истории создания фонда президентских грантов, об его ценностях и подходах к работе с грантополучателями. Айлита Арутюненко, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Первый абхазский винный форум «Акачеч» открылся в этнопарке Апсны в рамках Абхазского международного экономического форума. Главная цель мероприятия – обмен профессиональным опытом и укрепление деловых связей внутри индустрии. В рамках программы первого винного форума «Акачеч» состоялся круглый стол «История и практика. Все стороны виноделия». Встреча объединила ведущих абхазских виноделов, представителей научного сообщества и приглашенных экспертов из России для обсуждения актуальных вызовов и стратегических перспектив развития отрасли. Ключевым событием круглого стола стала презентация проекта закона, регулирующего сферу виноградства и виноделия. Законопроект разработан с целью формирования единых отраслевых стандартов и четких требований к производству. В законопроекте законодательно закрепляется понятие «вино Абхазии». В соответствии с данным законопроектом обязательным критерием отнесения вина к вину Абхазии будет являться использование 100% винограда, выращенного на территории Республики Абхазия. Внедрение данной нормы, мы считаем, окажет положительный эффект. Это стимулирует производителей инвестировать в собственные посадки, а не в логистику и приобретение иностранного сырья. Помимо указанных предложений, законопроектом также устанавливается основы государственной политики в области виноградарства и виноделия, закрепляется классификация отдельных видов винодельческой продукции, регламентируются технологические правила, разрешенные и запрещенные технологические приемы и особенности маркировки и так далее. В завершение хотелось бы отметить, что данный законопроект не является лишь идеей. В марте он был направлен на согласование в профильные ведомства, а также в ассоциацию и союз для представления замечаний и предложений. После получения всех экспертных заключений нами запланирована доработка законопроекта в тесном взаимодействии с представителями профильных ведомств, отраслевых ассоциаций и союза. Итоговая редакция документа будет направлена на рассмотрение в Кабинет министров, а затем президенту для внесения его в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Наша приоритетная задача – это сформировать сбалансированную правовую базу, которая создаст комфортные условия для малых виноделин, крупных экспортеров, а также обеспечит бескомпромиссную защиту прав нашего потребителя и даст ему уверенность в том, что приобретенное им вино с соответствующей этикеткой действительно изготовлено из винограда, выращенного на территории Республики Абхазия. Винный форум «Акачеч» посетили президент Абхазии Бадыр Акунова, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Гран-при фестиваля удостоилась компания «Вина и воды Абхазии» за красное сухое вино Ашталаша. Всего победителями и обладателями спецпризов стали 23 производителя. Золото среди фермерских хозяйств удостоились Денис Амичба и Алмаз Адлиеба за лучшие красные вина. Среди
крупных производителей первые места заняли красное вино от Атау от компании «Вина и воды Абхазии», красное вино «Лабра» Аугарата и Акапш компании «Аргун Яшта», белое вино «Шардоне» компании «Шато Абхаз» и «Ашталаша», розовое вино «Лабра Розе» от Ачбаяшта. Спецприз в размере 100 тысяч рублей от Министерства сельского хозяйства достался Беслану Аргун за лучшее виноградарское хозяйство. В завершении мероприятия Бадрагунба подвел итоги минувшего дня. Современный турист, он намного требовательнее. Сегодня идут не только за определенными рекреационными возможностями, но и за впечатлением. Впечатление – это то, что остается в памяти, это то, что формирует настроение о республике, которое ты посещал. В этом смысле, конечно же, учитывая традиции, культуру, самобытность народа Абхазии, у нас есть уникальная возможность преподнести нашему туристу, людям, которые приезжают, посещают нашу страну, эту самобытность. Но подходы должны быть в современных условиях совершенно другими. В этом смысле вы знаете, что мы на протяжении уже года занимаемся новыми смысловыми, так называемыми форумами, фестивалями. И все это направлено на то, чтобы привлечь туриста. Вы знаете, учитывая возможности Абхазии природно-климатические, уверен в том, что туризм в Абхазии не должен замыкаться на 3-4 месяцах. Это возможность круглогодично посещать нашу страну, изучать нашу страну, пользоваться теми благами и дарами, которые предоставляет наша страна. Именно в том числе форум, который сегодня проходит, винный форум, призван служить тому увеличению сезонности и возможности нашей республики преподнести туристу то, чем мы обладаем. Именно событийный туризм нам позволит увеличить сезонность пребывания гостей на территории Абхазии. Если говорить, какие шаги, то, конечно же, это развитие в целом туристической индустрии. Когда говорим о туристической индустрии, мы не можем говорить здесь в отрыве от таких отраслей, как инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство и ряд других ключевых направлений, которые должны быть движущей силой для развития туриндустрии в целом. Самое главное, еще раз подчеркиваю, мы не должны замыкаться исключительно на временных отрезках. В летнем курортном сезоне этот сезон должен быть круглогодичный, учитывая, что у нас есть возможность посещения термальных источников, осенне-зимний период у нас прекрасная возможность показать туристу, продемонстрировать дары Абхазии, сельскохозяйственной направленности. Вы же прекрасно понимаете и знаете, что сельхозпродукцию, в частности цитрусовые, очень ждут наши друзья, соседи в Российской Федерации. Это обязательный атрибут вообще самого Нового года. И в этом смысле наши друзья, туристы, могли бы это увидеть здесь, на территории Абхазии, почувствовать совершенно другие ароматы, запахи нашего осеннего главного продукта, цитрусового продукта. В этом смысле здесь разный подход. Вы помните, что в прошлом году мы организовывали фестиваль Фехуа, мы проводили фестивали тематические. Уверен, что такого рода направления, тематические направления, помогут расширить турсезон, но не приедет в страну, где нет ни инфраструктуры, ни транспортно-логистических условий турист. И при этом надо заниматься параллельно, в том числе и вопросами инфраструктуры и развития сезонности туризма в целом. Вы знаете, что прошедший 2025 год был непростой, но несмотря на это показатели по туристической активности был
более высокий, чем 2024 год. Сегодня, кстати говоря, на выступлении Сергей Владимирович отметил, что в отличие от туристического сезона в Республике Абхазия, курорты Краснодарского края были в определенном, так сказать, спаде. Это показатель того, что ситуация непростая. Нам надо бороться за туриста, нам надо предлагать новые подходы, идеи, возможности и привлекать в страну туристов. Если мы этим не будем заниматься, планка, которую мы достигли, будет фактически приостановлена. А это говорит о том, что у нас развития не будет. Мы должны постоянно развиваться, и туризм, как локомотив в целом нашей экономики, должен быть в определенном приоритетном порядке иметь развитие. Поэтому я дал поручение правительству разработать концепцию развития в целом туристической отрасли до 2030 года. Считаю, что такого рода подход, концептуальный подход, позволит увеличить в том числе и, значит, посещаемость нашей страны, туристическую привлекательность. Параллельно вы знаете, что ведется реконструкция, значит, контрольно-пропускного пункта Адлер. Вы прекрасно помните, когда гостям нашей страны приходилось по несколько часов стоять на границе, это тоже не добавляло дополнительных, да, объемов посещения нашей страны. Вот то, чем сегодня мы занимаемся, это тоже позволит увеличить объем посещаемости туристами нашего государства. В целом это целый комплексный подход, по которому мы ежедневно работаем. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни 4 и 5 апреля в Абхазии ожидается дождь разной интенсивности, гроза, туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 10-15 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшекшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.